Здравствуйте, я приветствую всех в пресс-центре ТАСС в Москве. В эти минуты на площадке ведущего информационного агентства России мы начинаем пресс-конференцию, на которой поговорим о строительстве моста через реку Лена в Якутии и его роли в развитии транспортных коридоров севера-юг и запад-восток, об особенностях строительства моста в условиях вечной мерзлоты, сложной гидрологии объекта, ну а также о значении Ленского моста для социально-экономического развития Республики Саха-Якутия, Дальнего Востока, ну и в целом для России, расскажут наши уважаемые спикеры. Это первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджи Магомед Гусейнов и председатель правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Бычков. Мы рады приветствовать наших спикеров на площадке ТАСС. Я также приветствую нашу онлайн-аудиторию. Прямая трансляция доступна на ресурсах ТАСС, а также в социальной сети ВКонтакте в нашей официальной группе пресс-центр ТАСС. Ну и напомню, что наша пресс-конференция проходит в гибридном формате, поэтому у региональных журналистов тоже есть возможность задать свой вопрос после выступления спикеров. А для начала я хотела бы сейчас запустить небольшое видео, чтобы мы посмотрели, что же такое Ленский мост. Проект, о котором мы сегодня будем говорить, уже видно даже из видеопрезентации, что проект масштабный, амбициозный, к тому же долгожданный, имеет важное значение не только для Якутии, но и для всей страны в целом. И насколько прогнозы дают эксперты Минэкономразвития, что экономические эффекты превзойдут инвестиции в 1,5 раза, даже чуть больше там цифры. Гаджи Магомед Гаджибутаевич, расскажите подробнее о том значении Ленского моста для всей страны. Добрый день, уважаемые друзья. Ну вот вы начали сразу с инвестиций, а я бы все-таки начал бы с людей. Что такое Ленский мост для Якутии в целом и для города Якутска в частности? Ну, это 400 тысяч наших граждан, которые не могут в любое время переехать в основную часть страны. Почему? Потому что летом работают только сезонные переправы, и порой даже людям до 4 часов нужно ждать следующего парома, чтобы, образно говоря, из Якутска доехать до железнодорожной станции. Я напомню, что строительство железной дороги Нижнеленинск-Бестях это был крупнейший для Якутии проект. Это железная дорога, которая идет с Транссибасбама и поднимается до Якутска. Но значит, на южную часть, получается, Якутска
и не переходит через Лену железная дорога. И там основная железнодорожная станция. Соответственно, чтобы сесть в поезд, там, нашему гражданину нужно летом на паром, ждать эти паромы, переезжать на другую часть берега реки в сторону и, соответственно, перемещаться. И эта проблема не только связанная там с какими-то длительными поездками, но и город Якутск развивается, вот, и осваивается, и получается другой берег Лены, и это все накладывает свои сложности. Так вот, для Якутска и вообще для Республики Саха-Якутия вот, это основной по значимости инвестиционный проект. Но не только для Якутска, а вообще для целой страны. Вот первый проект, как я сказал, это была железная дорога, а второй проект, я считаю, что это мост. То есть, что позволяет мост? Мост позволяет соединить 3 федеральные дороги, Колыма, Вилюй с автодорогой Лена, позволяет обеспечить доступность, круглогодичную автотранспортную доступность от Новосибирска до Магадана. Представляете, какой масштаб по карте? Да, и существенно сокращает сегодняшний традиционный маршрут практически на 1000 километров. Вот, для Якутии и для Республики Якутия это по большому ты всю республику связываешь с круглогодичной автомобильной доступностью, не связанной ни с погодными условиями, ни с чем. Это по сути более 90% населения республики будут иметь возможность перемещаться в любое время суток и в любой сезон. Огромные перспективы мост создает и для освоения вообще в целом месторождений, которые находятся в республике. И в целом вы прекрасно понимаете, что отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяло разрабатывать многие месторождения, и даже поиск их не велся, потому что экономически это было нецелесообразно. Да, и поэтому здесь разведка осуществлялась не в должном образом в силу объективных, вот, о которых я назвал, причинах. И это создает дополнительные условия в последующем освоении месторождений, которые находятся в республике. Еще важный аспект, опять мы возвращаемся к людям, это Северный завоз. Понятно, вот все эти сложности, транспортное отсутствие постоянно круглогодичного сообщения, она приводит к тому, что у нас транспортная доступность формируется из, так скажем, в мультимодальной модели. То есть и железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт, все это перегрузка, погрузка, все это усложняет, увеличивает стоимость Северного завоза. Так вот, по оценкам экспертов, которые сейчас осуществляют, только строительство вот этого моста позволит порядка на 4 миллиарда ежегодно сокращать стоимость Северного завоза. И оценивается, опять-таки я говорю еще по оценке экспертов, что в целом в большинстве населенных пунктов республики стоимость Северного завоза может снизиться, товаров на полке может снизиться до 10%. Существенно изменит нам и логистику доставки. Вот. Мы сейчас увязаны в том числе доставлять грузы только водным транспортом, а это обусловлено и климатическими условиями, глубиной внутренних водных путей. То есть очень много там есть аспектов, которые иногда приводят к тому, что мы грузы доставляем в течение года. Представляете, в течение одного календарного года. То есть завезли, чуть не успели, не соответствующие глубины безопасности судоходства. Все, значит, груз складируется, ждет следующего сезона, и это
я вам скажу, что это как бы для доставки серного завоза это схема обыденная. Вот. Мост эти вопросы будет снимать, поскольку мы, вот, ну, представьте, вот, что река Лена, она практически разрезает республику вот на две части, и вот получается, кстати, у нас, видим здесь, да, на карте вы видели, да, и вот у нас получается вот эта связь есть. Ну и соответственно получается у нас связь, вот, о которой я уже говорил, то есть становится целая транспортная такая новая, получается, транспортный такой пояс, получается, вот Восточная Сибирь, Мирный, Якутск, Магадан, и это совершенно другие дает в перспективе возможности. Я хочу сказать по проекте, он предусмотрен, ну, во всех основных стратегических документах по развитию Дальнего Востока и страны. Вот, он включен в национальную программу развития Дальнего Востока до 1935 года. Он включен в план развития федеральных дорог, значит, и включен как одно из ключевых мероприятий в мастер-план города Якутска. Мастер-план – это та работа, которую мы реализуем по поручению президента. Объем инвестиций более 130 миллиардов рублей, вот, половина из которых это должна быть поддержка из федерального бюджета. Вам хорошо известно, он реализуется по механизму концессионному. Вот, с 2020 года было подписано концессионное соглашение, в рамках которого уже осуществлено проектирование, и дальше должно быть запущено строительство. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Передаю слово вам. Уже, в принципе, многие вещи сказаны, но хотелось бы узнать подробности, особенности строительства этого моста, насколько он долгожданен для самих жителей, это мы уже тоже услышали, но вы можете сказать об этапах строительства, когда ждать наконец-то, да, когда первый транспорт проедет по Ленскому мосту. Ну и, насколько известно, Ленский мост, он еще проектировался еще в Советском Союзе. Расскажите немножко об истории. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Ну, действительно, строительство Ленского моста – это сама по себе история и обсуждение не новая тема. Она, конечно, во времена Советского Союза много обсуждалась, и тогда с развитием железнодорожной сети нашей страны, с развитием мобильности, транспорта, строительство автомобильных дорог уже тогда стояло таким четким приоритетом, и было видно, что река Лена, великая река Восточной Сибири, Дальнего Востока, она разделяет, по сути говоря, Дальний Восток на две половины. Внизу проходит БАМ и Трансип, но в верхней части они действительно долгое время испытывали очень большие сложности с такой единой транспортной доступностью. Ну и сегодня вот Гажимагомед Гаджибутаевич уже сказал о том, что мост позволит увеличить транспортную доступность, шокирующие цифры, с 22 до практически 90%. То есть это, по сути, безальтернативный путь развития транспортной инфраструктуры всего Дальнего Востока. Ну, конечно, отдельно стоит сказать, что строительство моста осуществляется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и строительство должно быть завершено в 2028 году. Есть соответствующие конкретные поручения, и, конечно, мы говорим о том, что поддержка президента этого проекта весьма и весьма существенна. И на самом деле то, что президент оценил этот проект как один из самых приоритетных для развития всего Дальнего Востока, дало ему путевку в жизнь, и, конечно, сейчас очень нам помогает для реализации этого, наверное, самого непростого инфраструктурного объекта Дальнего Востока. Я без преувеличения скажу об этом. И технически, и финансово, и
методологически, конечно, таких объектов у нас в нашей стране никогда не строилось, да и в мире аналогов такому объекту не существует. Ну, несколько любопытных таких фактов приведу. Вы понимаете, что строительство на вечной мерзлоте – это, во-первых, очень короткий сезон, во-вторых, если это связано с гидрологией, то сезон уменьшается еще в 2 раза. То есть всего 4 месяца – это эффективный сезон строительный для возведения вот такого рода сооружений на вечной мерзлоте. Кроме того, конечно, вечно мерзлые грунты, они нестабильны, чаще всего это карстовые породы. Растепление грунтов, тем более, где водная артерия, это такой существенный фактор, который влияет на строительство. Ну и, конечно, мы можем сказать, что река Лена – это величайшая река, она входит в 10 крупнейших рек, и по своей водоотдаче она сравнима с такой рекой, как Амазонка. Об этом тоже надо сказать, потому что скорость течения и объем воды, конечно, мощные, и река меняет русло, река своенравная, отмели каждый год появляются в разных местах, наносные острова, песчаный грунт, он, конечно, говорит о том, что сложности и в проектировании очень большие. Ну и, конечно, не будем забывать про ледоход, известный, знаменитый ленский ревущий ледоход, когда толщина льда на зиму, намерзшая более чем до 3-метровой толщины, она начинает сносить на своем пути все эти особенности нужно было вообще учитывать. Это же... Да, поэтому вот мы видим на этом слайде такие замечательные отличительные особенности с технического строения этого моста, то, что высота центрального пилона практически 300 метров, 285, это сравнимо с высотой Эйфелевой башни без шпиля. То есть это, ну, представляете, какого размера это сооружение, ну и понимая, что под землей примерно то же самое, большое количество свай в каждой опоре, и длина этих свай достигает более 40 метров. То есть строительство, конечно, происходит в очень непростых, уникальных, и еще раз повторю, в таких условиях и таких объектов в мире на сегодняшний день не существует. Ну и то, что было, опять же, отмечено, объединяет 3 федеральных трассы, 5 региональных автомобильных дорог, ну и, как уже было отмечено, и что очень важно в нашей нынешней реалии, когда поворот на Дальний Восток президентом уже был давно анонсирован и по факту произошел, мы видим, как развивается наш Дальний Восток, что Дальний Восток как раз это тот форпост, который на сегодня будет приносить нам экономический прорыв, не только про природные ресурсы, я говорю, конечно, очень большой фактор человеческого капитала, а для этого его мобильность и комфорт – это и безопасность, самое главное. Вот об этом мы всегда должны помнить, что любые переходы, не круглогодичные, не, скажем так, архитектурные сооружения, конструктивные в виде паромов, значит, зимников, еще каких-то, это небезопасные способы пересечения русловой части рек Дальнего Востока, и, конечно, этому мы уделяем огромное значение. Ну и то, что путь от Новосибирска до Магадана сократится на 1000 километров, я думаю, что здесь экономические эффекты для всей страны несложно посчитать. Они посчитаны. Мост из себя представляет в русловой части 2,5 километра, а с пролетами над протоками 4,5. В общей сложности 14,5 вместе с подходами. То есть это такой существенный очень объект и с точки зрения масштабов. Ну, конечно, в этом году у нас уже активная деятельность по строительству, активная строительная часть уже реализуется. Буровые работы на объекте начаты были в октябре прошлого года. После получения государственной экспертизы проекта сейчас строительство у нас развернуто уже на обоих берегах. И этой зимой, несмотря на 40-градусные, иногда даже ниже, морозы, работы велись по сварным конструкциям, по установке свай. И максимальная длина свай, как я уже сказал, равняется 13-этажному дому. Понимаете, что подготовка под такое сооружение, под каждую такую сваю, это целое дело. Ну и всего у нас будет 26 опор, 920 свай.
У нас на каждом берегу работают сегодня свои бетонные заводы в зимнем исполнении, что, конечно, позволяет производить высококачественный бетон в таких очень суровых условиях. Ну и хотел бы отдельно отметить, что, конечно, любая такая стройка века – это прежде всего мощный драйвер для промышленности и для науки. И, конечно, прежде всего для местных компаний, для местной науки, которая имеет огромную экспертизу, мировую экспертизу по вечно мерзлым грунтам, по строительству в таких условиях, ну и, конечно, для развития технологий. Вот наши якутские компании, в частности, производят и утеплители, и тент, и многие материалы для транспортировки также от местного производства, что, конечно, очень сильно влияет на нашу экономику. Отдельно хочу сказать, что завоз – это действительно, вот как Гаджимагомед Гаджибутаевич сказал уже по северному завозу, действительно это самый высокий стоимостной, самый значимый стоимостной фактор для любых товаров. Конечно, прежде всего мы говорим про строительные материалы. Стоимость завозов, депонирование грузов, как уже было сказано, необходимое. Это такая вот, основная боль, наверное, всех строек нашей республики, потому что отдаленные арктические районы, они, конечно, иногда бывают и 2, и 3 переправы паромных, и, соответственно, эти все паромные переправы работают с разным режимом, в разные сроки. Таким образом, в некоторые районы груз доставляется 2 года даже. То есть вы понимаете значимость моста, насколько он сократит стоимость продукции для населения, стоимость строительных материалов, это значит стоимость квадратного метра, ипотека. То есть нету отрасли, которая не была бы затронута сегодня строительством этого объекта. Ну, вот здесь, мне кажется, уже все аналитические упражнения могут до бесконечности обосновывать его необходимость, но самое главное, как я еще раз подчеркну, высшее руководство страны поддержало этот проект, и правительство Российской Федерации, с которым мы активно сейчас работаем, а ведь на мост и достаточно серьезные финансовые средства из федерального бюджета предусмотрены, то могу сказать, что это и постоянная работа со строительным комплексом нашей страны. Курирующий вице-премьер правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин, он лично, скажем так, анализировал и проект, и сделал предложение, которое мы в итоге учли в проекте, которое оптимизирует его стоимостные, технические характеристики. Мы очень плотно работали с главгосэкспертизой Минстрой России, и это, конечно, очень большая работа была командная, за что коллегам очень большая признательность, и я уверен, что, конечно, эти труды окупятся сторицей в развитии всего Дальнего Востока, с благодарностью к тем людям, которые создавали и создают сегодня этот проект. Если пойти к финансовой точке нашего рассказа, то буквально 2 слайда вперед, если мы сразу, да. Здесь небольшой слайдик про кофердамы. Конечно, представляете, какое количество металла везется. 290 тягачей у нас, 4500 тонн металла. Металлоконструкций за 6500 километров из города Тюмень привезли только лишь. Вот. И, вот эти кофердамы, которые будут позволять строить опоры моста во время, собственно говоря, уже в гидрологический период, то есть когда уже река будет во всю свою мощь воды нести к Северному Ледовитому океану, в этот момент будут возводиться опоры с помощью такой специальной системы кофердамов. Ну и подходя к финансовой стороне, вот здесь небольшие буквально информация по графику производства работ. Действительно, целевой точкой является 2028 год. Мы делаем сейчас все для того, чтобы, несмотря на то, что, повторюсь, проект уникальный и аналогов не имеют, а значит, могут быть любые подводные камни и неожиданные такие технические повороты, с учетом этого и несмотря на это, мы оцениваем 2028 год как безусловный целевой показатель по тому, чтобы готовность моста обеспечила уже скорую по нему после этого движения транспорта. Ну и по финансам стоимость на сегодняшний день по главгосэкспертизе составляет 131,5
миллиарда рублей. И на сегодняшний момент федеральные средства, предусмотренные в размере 42,8 миллиарда рублей. Мы работаем над тем, чтобы это финансирование с учетом текущих реалий со стороны федерального центра увеличить до 65 миллиардов, потому что понимаем, что все остальные средства – это республиканские средства заемные, потому что проект реализуется в рамках концессии с 8-й концессионной компанией, группы компаний ВИЗ. И здесь нам, конечно, важно то, чтобы стоимость средств, конечно, была минимальной. И второй важный для нас момент, и над чем мы сейчас работаем совместно с нашими федеральными коллегами, это нахождение лимитов, определение источников для того, чтобы мы осуществили опережающее финансирование с помощью капитального гранта, а в этом году предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, и мы работаем над тем, чтобы сдвинуть этот график влево, для того, чтобы мы могли объемы стройки увеличить, и, как известно, чем стройка быстрее, тем она дешевле. Поэтому, учитывая достаточно такие сжатые, на самом деле, обязательства по ценовым параметрам, мы, конечно, сейчас совместно с блоком правительства Российской Федерации работаем над ускоренным финансированием этого проекта. Ну, хочу сказать, что объект включен в 5-летний план мероприятий по осуществлению дорожной деятельности 25 декабря 2023 года. Соответствующее постановление было Михаилом Владимировичем Мишустиным подписано, поэтому мы с нашими федеральными коллегами, с Росавтодором, с которым у нас заключен договор в конце 2024 года, двигаемся по плану-графику и, конечно, понимая, что это один из самых сложных инфраструктурных проектов в современной России, но его реализация под эгидой поручений президента и в такой мощной профессиональной команде – это реализуемый проект. Вот вы видите, здесь у нас партнерство со Сбером. Со Сбером подписано трехстороннее соглашение. Сбер является сейчас нашим ключевым внебюджетным кредитором по данному проекту. Ну и, конечно, вот вся наша команда здесь видна. Мы очень благодарны правительству Российской Федерации за постоянную поддержку. Ну и, конечно, еще раз скажу, что этот проект на контроле у президента, который понимает, и в прошлом году Владимир Владимирович посетил нашу республику, и это был очень важный для нас, исторически важный визит. И, конечно, его такое действительно искреннее, теплое отношение к Якутии, к якутскому народу, оно очень, очень нам помогает вообще в реализации всех наших сложных, интересных и очень нужных проектов. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги в зале. Если есть вопрос, пожалуйста, справа, слева микрофоны. Пожалуйста, представляйтесь, называйте СМИ и вопрос. Максим Кардузов, Якутия 24. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вы уже сказали, что, конечно, грандиозный проект, он реализуется и в сложных климатических условиях, и геологические условия у нас в республике непростые. И есть такое природное явление, как паводок. Вы про него тоже уже упомянули. И какие этапы запланированы вот во время паводка? И, может быть, вы расскажете о конструктиве, да? То есть он же тоже предусматривался, да, во время проектирования моста. И на правом и на левом берегу ведутся сейчас работы. Вот можете про это чуть-чуть подробнее рассказать? Спасибо. Да, безусловно скажу, но вот как вы видите на всех слайдах, мост представляет из себя вантовую конструкцию. Вот на эту тему всегда было очень много обсуждений. Давайте делать мост фермы, давайте делать там совмещенный и так далее, и так далее. Но с точки зрения вот именно, по сути, вашего вопроса, вот эта паводковая или доходная ситуация обуславливает необходимость максимального расстояния между опорами моста. Сейчас пролеты составляют 840 метров. Это сопоставимо с мостом Золотой Рог в Владивостоке, 830, по-моему, там метров пролет, но это меньше, чем Крымский мост, где 1100. Вот. Кстати говоря, хочу сказать, что проектировщик один и тот же. Все эти три объекта, Санкт-Петербургский гидростроймост, который является, ну, на сегодняшний момент, наверное, не просто лидером, а, я бы сказал, единственным институтом, который имеет компетенции и опыт строительства подобных сооружений. Так вот, такое расстояние между опорами позволяет избежать затора льда, а, соответственно, уменьшить паводковый риск на прилегающих территориях. Это
первый важный момент. И второй важный момент, когда мы выбирали подходы или, вернее, способы, значит, подведения подходящих магистралей к мосту, мы прежде всего ориентировались на то, чтобы это было безопасно для, например, села Табага, которое находится на левом берегу и которое действительно, ну, скажем так, является вот непосредственно участником процесса этого сооружения. И здесь очень важно, во-первых, обезопасить с точки зрения паводка, во-вторых, сделать, наоборот, это село как точкой роста, при этом сохранив всю гидрологическую обстановку таким образом, чтобы не было дополнительных рисков. В связи с этим выбранный вариант пролегания, он обеспечивает минимальное изменение русла рек, минимальный перепад высот при строительстве берегоукрепительных сооружений и, ну, скажем так, максимальную заботу о том, чтобы у нас, собственно говоря, село получило такие, как бы, ну, надежные бетонные барьеры от стихии. Поэтому это все было продумано, причем с большим таким запасом прочности. Мы надеемся, что в этом месте у нас, наоборот, обстановка, она как бы будет за счет этих сооружений для берегов лучше и создаст необходимые условия для защиты от паводка с обоих берегов реки в районе моста. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы, пожалуйста? Ну, у меня вдогонку вопрос, Кирилл Евгеньевич. Мы когда с вами тоже разговаривали перед пресс-конференцией, мы говорили о том, что как выбиралось вообще местоположение этого моста, да? Расскажите, что в принципе это, наверное, единственное место, да, или еще какие-то рассматривались? Об этом расскажите. Ну, вы знаете, у нас все великие проекты, вот как мы начали нашу беседу со времен Советского Союза, формировались. У нас фактически то, что было нашими гениальными дедами, прадедами спроектировано, оно сегодня реализуется. И это и объекты железнодорожной инфраструктуры, это и мосты, и много то, что, собственно говоря, мы видим из проектных работ тех лет, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годах. Да, действительно, еще в 80-е годы это место было выбрано как безальтернативное фактически. Почему? Во-первых, это самая узкая русловая часть. Во всех остальных прилегающих к городу Якутска, ну, скажем так, до таких приличных расстояний локаций, везде русло меняется. Река Лена, меняя свое русло, наносные острова за счет большого количества песка, мелит, это все плавающее, и каждый год фарватер меняется. Поэтому, кроме того, что там широкая часть, она в разливе очень широкая, там невозможно точно определить правильное размещение опор. В этом месте сравнительно устойчивый грунт. Во-первых, он скальный с двух сторон, что обеспечивает, по крайней мере, крепление к берегам устойчиво. Ну и, во-вторых, сама гидрология именно вот этого места, она позволяет конструктивно обеспечить безопасность при прохождении ледоходов, при замерзании, при шугировании, когда, наоборот, начинает замерзать река. Все эти процессы именно в этой части, они, ну и, скажем так, скорость прохождения тоже важна, потому что если большая скорость, то заторы, соответственно, проще локализовать и в случае их наличия с ними справляться. Поэтому, да, это безальтернативная локация, и с учетом всех измерений прошлых лет, подтвержденных в этом году. Повторюсь, что государственная экспертиза этого объекта была пройдена, и все эти расчеты подтвердились новейшими нашими технологическими изысканиями. Ну, у меня еще есть один вопрос. Я не знаю, кто-то, может быть, из двоих наших спикеров выберет, кто будет отвечать. Мы уже услышали и от вас, Гаджимагомед Гаджимутаевич, о том, что и от Кирилла Евгеньевича, что задействованы местные силы, да, местные компании, увидели, кто делает вот эти металлические конструкции. Но хотелось бы еще узнать, насколько это всероссийский проект, да, но я имею в виду, что какие еще регионы задействованы в стройке, или все-таки делается упор на республику Саха-Якутия?
Имеете в виду по подрядчикам, Да, кто да, строит? ну, как бы, да, Ну, насколько это всероссийская такая вот стройка, да. Ну, она по масштабам, безусловно, всероссийская. И, ну, вот только что Кирилл Евгеньевич сказал, что проектирует Санкт-Петербургский институт, и, в принципе, кроме него такого масштаба проекта и никто, по сути, не проектирует. Безусловно, это вот концессионер группа ВИЗ, тоже компания, которая реализует в целом на большей части территории проекты с большим опытом. Ну, соответственно, если прямо отвечать на вопрос, это далеко выходит за рамки просто исключительно регионального проекта, как и по масштабам, как и объему и количеству приглашенных трудовых ресурсов. Вот металл заводится из Тюмени, то есть это, еще раз говорю, для республики Саха-Якутия это второй или же вот если два значимых транспортных проектов, вот я сказал, железная дорога и вот этот мост, который в целом в городе Якутск объединяет с железной дорогой и создает такую единую транспортный каркас. Вот без этого моста нет единого транспортного каркаса практически по всей территории республики. А площадь республики вы видели на слайде, самый большой субъект нашей страны. И вот то, что транспортная доступность будет увеличена с 22 до 90% территории, это, конечно, безусловно, этот проект ставит в один ряд с крупнейшими федеральными, не региональными, федеральными проектами. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Можно немножко об особенностях самого моста, я имею в виду трассы, да, то есть с какой скоростью, это сейчас, наверное, водители тоже смотрят нашу трансляцию, кто-то думает, с какой же скоростью можно будет ехать, сколько полос там будет, да, ну вот какие-то такие вот моменты, характеристики. По полосности будет две полосы. Мы считаем, что с точки зрения баланса между сметной стоимостью моста и безопасностью это оптимальное соотношение. Каждая полоса по 5,5 метра. Это будет позволять в случае нештатной ситуации на мосту делать объезд по встречной полосе, либо же реверсивное движение. В отдельных случаях предполагается быстрая локализация какой-либо нештатной ситуации с помощью сотрудников ДПС. И, конечно, такие объекты, они имеют приоритет по отношению к любой другой транспортной инфраструктуре с точки зрения скорости принятия решений и ликвидации ситуаций. Хочу сказать, что мощность моста до 5000 единиц техники в сутки. Это будет позволять полностью обеспечивать необходимый пассажиропоток, но хочу сказать, что за крайние 2-3 года грузопоток грузовых машин увеличился в 2 раза. Мы смотрим по паромам, паромы все переполнены. К сожалению, возникает и нештатная ситуация, очень большие очереди. Есть конфликты, которые возникают, естественно, когда народ дискомфорт испытывает при такого рода переправах, ну и со всеми вытекающими вопросами безопасности. Паромы новые покупаются, но их опять становится недостаточно. То есть здесь мы хотим сказать... Постоянно возрастает нагрузка. Постоянно возрастает нагрузка, поэтому оценочно, вот, говорят, а где вот у вас там 5000 машин? На самом деле, вот, посчитав, посмотрев, мы понимаем, что мы к этой емкости подойдем достаточно быстро. Вот. И на самом деле при этом мы не собираемся ограничивать либо запрещать паромный переплав. То есть они точно так же будут Они действовать? будут точно так же действовать. Хочу сказать, что по сейчас идеологии проекта для легковых машин он будет бесплатен, а для грузовых машин будет платный. Но при этом... Мост вы имеете? Мост, да. Проезд по мосту будет платный для грузовых машин. Осевая нагрузка, насколько я помню, вот если по А14, это 14 тонн на ось, вот, но это с большим запасом. То есть можно и, получая специальный допуск, чтобы не накапливать большое количество техники на мосту,
проходить и с двойной нагрузкой на ось эта конструкция моста позволяет. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, да, вопрос, пожалуйста. Лев Рыжков, РИА Новости. Ну, наверное, к Кириллу Евгеньевичу вопрос. А вот скажите, а кто-нибудь просчитывал туристический эффект от строительства моста? То есть это же наверняка вот мост с опорами, как Эйфелева башня, он привлечет туристов и много туристов. Вот какие-то расчеты есть по этому поводу? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле, вопрос развития туризма для Якутии сейчас это такая одна из, наверное, самых интересных, нужных и очевидных задач. Безусловно, это повлияет. Я сейчас не готов назвать цифры конкретно, как увеличится туристический поток, но я думаю, что в разы, потому что многие... У нас аэропорт Якутск находится на левом берегу, а железная дорога находится на правом берегу. Поэтому те туристы, которые хотят посетить нашу республику, например, из Самурской области, из Приморья, они двигаются по железной дороге, ну и дальше на запад страны. Но нету никакого соотношения с, собственно говоря, городом Якутском. Дальше Вилюйская группа улусов, наша замечательная арктическая территория. Там, безусловно, приходится переправляться, использовать паромную переправу. И отзывы, конечно, разные, честно скажу. У туристов кому-то это... Ну, конечно, если ждать по несколько часов. Такой, да, как вызов, для кого-то это такой иногда экстрим, но я это говорю с улыбкой, но на самом деле для наших жителей самое главное, улыбки, связанные с паромной переправой, редко возникают. То есть для нас с точки зрения населения это колоссальный рост, взрывной, просто вот рывок уровня жизни населения. Ну и, конечно, от этого, я думаю, туристы это все тоже почувствуют. Спасибо за вопрос. Ну, и, наверное, нужно новые проекты туристические разрабатывать. Пожалуйста. Здесь еще эффект огромный в части расширения агломерации. То есть вы же знаете, традиционно все города строятся вокруг вокзалов. А здесь получается город на левом берегу, а вокзал на правом берегу. Вы представляете, когда это уже будет прямая связь, то Якутск сможет получать огромный агломерационный эффект от того, что будет осуществляться застройка именно правой берега. И по большому уже такого понятия левый, правый берег будет только для ориентации, а в части перемещения уже такой проблемы не возникнет. То есть это будет весь большой город будет разрастаться. Вот в этом я вижу тоже большие перспективы. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста. Литвинов Стас, Федерал Пресс. Да, такой вопрос, насколько известно, Ленский мост – это не единственный крупный вообще инфраструктурный проект республики. О каких еще проектах можно было поговорить? Может быть, вы анонсируете еще какие-то масштабные стройки в Якутии? Спасибо огромное за вопрос. Безусловно, мостом все не ограничивается и не ограничится. И здесь я хочу выразить благодарность нашим коллегам из Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, то, что они поддержали еще один у нас такой серьезный проект и соответствующий мастер-план, защищен перед президентом и принят мастер-план по развитию агломерации Тикси-Найба. Это наряду с Ленским мостом послужит связкой. Ну, по сути говоря, наверное, вот эта вертикальная линия, если провести от Ленского моста до Северного Ледовитого океана, как раз Тикси, это где впадает река Лена в море Лаптевых, и здесь строительство такого морского хаба для Северного морского пути, оно послужит, ну, собственно говоря, уже такой вот законченной, полной картиной транспортной связности не только нашей республики, но и Северного морского пути с БАМом и Транссибом. Вы представляете, какого масштаб этого проекта. Ну и, конечно, порт Найба, который выбран для глубоководного подхода судов, это удобнейшее место для наших недропользователей, которые получат наиболее дешевый, быстрый способ доставки своих
ресурсов за пределы республики на экспорт и в другие локации. Спасибо Я большое. бы еще не забывал, еще в перспективе железная дорога от Бестяха, это станция Бестях-Якутск, до Магадана. Это тоже это давно обсуждаемый проект. Вот, и я думаю, что и необходимость реализации такого проекта, она будет все чаще обсуждаться. Поэтому это будет. И я думаю, что как раз-таки и мост этому послужит, поскольку будет объединять уже автомобильные дороги, как я сказал, Колыма, Вилюйск с автомобильной дорогой Лены. Там получается такой узел формируется в Якутске. А дальше железная дорога на Магадан тоже имеет большие перспективы. Да. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, ваш вопрос. Мария Кузнецова, «Российская газета». В советское время от проекта отказались из-за сложных геологических, гидрологических условий. Сейчас как-то изменились технологии, может быть, бетон стал крепче или сваи прочнее. Вот. И второй вопрос. Какие работы планируете сделать в этом году, вот, именно в 2025-м? Спасибо большое, Мария, за вопрос. Действительно, многие технологии сегодня позволяют решать задачи, которые в прошлые периоды были только обозначены как такая мечта. Или сложно было понять, с какой стороны подойти к реализации, как начать этот проект. Действительно, прорыв технологий, он сказывается на реализуемости этого проекта напрямую. Это и качество материалов, это и сами технологии строительства, это и большое количество реализованных аналогичных проектов. Конечно, до постройки таких такой нашей гордости всероссийской, как Крымский мост, как мост на остров Русский, на Золотой Рог, мы до этого, конечно, такой эмпирики, такого опыта строительства подобных сооружений у нас в стране, наверное, не было, можно так сказать. Поэтому сегодня этот проект, он назрел, и мы к нему все вместе готовы. Это ответ на первый вопрос. А вторая часть была... Какие работы Какие в этом работы году? ведутся, да. Значит, работы в этом году у нас будут установлены, насколько я помню, 3 сваи на правом берегу, 3 опоры. 3 опоры на правом берегу. Каждая опора, она имеет 20 свай в среднем, которая, как я уже сказал, от 14 до 42 метров. И будет подготовлена для установки, будет подготовлен кофердан свай уже русловой части. То есть это наша задача на этот год. И большое количество, конечно, работ по планированию будет сделано, по грунтам, для того, чтобы на следующий холодный период, уже после того, как река замерзнет, после того, как наступят холода уже 2025 года, вбить все остальные сваи под все остальные опоры. То есть вот такой план, который обеспечивает с учетом сезонности наших рабочих, скажем так, кондиций и тех допусков, которые работы имеют, исходя из климатических и температурных условий, вот такой план. Но самое главное, что мы успели завести действительно весь металл для кофердамов, это гигантское количество. Тюменцы, большое спасибо, тюменские производители смогли это сделать и выпустить, и мы своевременно это все завезли, пока был зимник, и можно было все это провести по замерзшей реке. Но здесь у нас не только, здесь у нас еще металл из Благовещенска поступает, с Комсомольска-на-Амуре. То есть у нас действительно Гаджимавет Гаджибутаевич сказал, что это стройка всероссийская, потому что вряд ли тут будет хотя бы одно предприятие, которое обладает в России передовыми технологиями и не будет задействовано в строительстве Ленского моста. То есть все наши лучшие практики и производители, они, безусловно, будут участниками этого процесса. Спасибо большое. Еще дополнение? А ледоход когда вообще пройдет? То есть когда начнется такая активная? Ледоход у нас ожидается в середине мая, что завершится по гидрологическим прогнозам. Мы, как говорится, в Якутии люди немножко суеверные, поэтому пока не будем загадывать, как это все будет, но плановый период начала работ летнего сезона – июнь месяц.
и мы должны эти работы до начала сентября завершить. То есть все, что я сказал, это будет 3-3,5 месяца. Всего лишь навсего. Спасибо большое. Вопросы? Вопросов нет. Тогда спасибо огромное. Я благодарю Гаджимагомед Гаджибутаевич вас, Кирилла Евгеньевича, за то, что вы приехали, рассказали о такой важной стройке, о таком важном строительстве. Сегодня мы говорили о том, что до конца 2028 года планируется, что будет запущен Ленский мост. Спасибо огромное. Ждем, наверное, вас уже, когда поэтапно будет уже понятно, когда, по срокам и успеваете ли, да, по планам будем, наверное, с вами еще встречаться. Спасибо вам огромное. Спасибо.